Вот поехали. Экскурсия у нас. Станицу Должанская. Люди стоя, человек 10 где-то стоят. Вот это организация. Кондиционер включили, окна запотевшие, ничего не видно толком. Таким образом. Знаете, тут играют. О, никак они выходят. Это хорошо. Автобус подали ему. Ну вот, вроде бы все расселись. Едем. Там люди на автобус перешли другой. Расселись. В принципе, все нормально. Остановились здесь. Смотрите. Сколько арбузов. Дыньки вот есть. Кубанская бахча написано. Вот. Смотрите, набирают целыми сумками. Это мы где-то минут 15, наверное, отъехали. Вот люди уже покупают. И что у нас? Арбуз по 18, дыня по 50, персик по 120, картошка по 30, помидор по 80. Вот, а там туалетик, мусорный бак. Ну, туалет, конечно, один всего, но смешно, да? Тут можно руки помыть. Руки помыть. Вот очередь какая. Все по дыньке набрали по 50 рублей. Вот, а здесь мы сейчас пройдем непосредственно к полю, где растут арбузы. Тут самовар стоит, интересно. Такой вот. И вот мы посмотрим, как растут эти арбузики у нас. Вот он, смотрите. Вот арбуз, вот арбуз. Вон там уже ходи да срывай. Вот. Арбузы, да, настоящие, вот так они и растут. А что, можно своровать? Ну, нельзя, я тут охранник есть, который сторожит. Покупать только. О, смотри, какой. Вот сколько их. Вот это целое поле, вот это все арбузов. Представляете? Сколько их здесь? Тьма тьмущая. Вот главное поливать их, конечно. И вот наш автобус, на котором пришли, станица Должанская, пляж. Что мы тут видим? Там остановочка, туалет, душ, наш автобус вот крайний. И здесь Азовское море. И фоткаются. Так, у нас время тут до 5:40. Сейчас время 4 часа 10 минут. Поэтому где-то час есть на развлечение, на купание. Не оставляйте детей без присмотра. Так, ну давайте где-то тут вот. Тут где-то. Давайте здесь. А, нет, давайте вон там вот. Давайте там. Слава немножко укачала. Душно довольно в автобусе. Поэтому вот, люди. И тут уже можно нормально поплавать. Тут уже не мелко. А вон там рядом есть. Может туда давай. И мы видим тут структуру. Один ракушечник. Здесь падает. Вот тут. Вот такой вот пляж. Ветер дует.
отдыхают в Азовском море. Какое море? Потрогай, Ярослав, водичку, как она? Да. Так, еще станица Долтанская. Азовское море. Море очень хорошее. Температура просто замечательная. Самое то для купания. Единственный минус это есть то, что тут вот такая вот как. Смотрите. Ракушечник новый. Катаются. Люди, интересно, на этих продают, на тележках возят. Ну, хорошо на волнах, вообще замечательно, конечно, вода приятная, просто супер вода. Так, немножко поснимаю воду. Ну что, мы на казачьем подворье. Надпись здесь «Казачий вечерок». И здесь вот такие вот статуи. О, табуретка не упала, не выдержала, упала. Подали тут для фотографий. Полным-полно всяких разных экспонатов. Дети уже качаются. Так, вот качелька. Вот людей сколько. Здесь довольно интересно. Экспонаты. Люди заходят. А там детский зоопарк. Курицы всякие, утки и так далее. А здесь медок продают. Можно попробовать. Пушка. Казачья лавка. О, страус там, короче. Ну, мы сходим еще посмотрим. Надеюсь. Вот там фоткают детей. Ладошки! Ух ты. Собрались все вместе, коли, как гутарят чином чин, начинаем с хлеба соли, с доброй песни наш почин. Здравствуйте, здравствуйте, гости, грусти, печали забросьте. Здравствуйте, здравствуйте, здрасте, верные наши друзья. Да, Но традиции навеки тут вкушают человеки, папы, дедушки, сынки. Ну, а тут едят жінки. Поклонясь принять изволь, с миром наших хлеб и соль.
Хлеб, соль, дорогие гости. Сюда мальчишки, парни, мужчины, туда девушки, девчонки, бабулечки, мамулечки. Вот, сегодня Женя пройдет экскурсию по подворью. Анжелика поиграет с нашими детками, пока идут экскурсии на подворье музея. Я в музей пройду экскурсию. Люба нам сегодня будет музицировать еще на баяне. С Пашей мы покажем чуть попозже работу с холодным оружием казаков. Вот мы сейчас с вами разделимся условно на две половины. Вот так часть сидящих, часть стоящих спадет со мной в музей хату казака на экскурсию. Вы останетесь здесь, Женя пройдет с нами экскурсию в подворье. Потом поменяемся, вы с подворья ко мне в музей, в хату. А вы из хаты к Жене на подворье, то есть слышите две экскурсии, чтобы сразу все... Так, меня всем видно, меня всем слышно. И сразу говорю, что у нас есть единственная недостоверная деталь на подворье. Это вышка, посмотрите. Вышки в огородах не ставили, к соседям не подглядывали. Это специально для подростков, для детей, кто не читает книги. Фильмы тоже, к сожалению, не снимают сейчас про казачество. А компьютерщики еще не разработали эту тему, чтобы можно было козырные такие квесты там делать. Что вот это жинки себе только себе вину. Ни один нормальный казак не пошел бы на вот этот жертвы уменьшения градусов, потому что бабы захотели. Вот. Но вино было нужно. Знаете, вот импортозамещение, которое там последние 3-4-5 лет это твердят нам что-то Владимир Владимирович, все это было придумано до того как. Вот мы, например, занимались импортозамещением 200 лет назад, и виноград тому примером. Потому что делают благочестивые люди? Отлично. Участвуют в таинстве Евхаристии, да, причащения по воскресеньям, а казаки, оплот православия, которые не предали, не ушли, им нужно было причащаться. Почему казаки всегда зажиточные и всегда очень часто богатенькие такие? Не потому, что они грабили, убивали и золото, бриллианты привозили от турецкого султана, но это тоже было, тут что там отрицать, конечно. И это тоже было, но прежде всего казаки бережливые. Точка. Второе, казаки берегут сбереженное. Понимаете, никто на пластиковых стаканчиках, на одноразовых носках и в наши дни нас не купишь. Мы иногда даже штопаем, и это нормально. Это не позорно, потому что, как у миллионера, баба ходит в чулках, а не в колготках, потому что, если один продырявился, можно с другой пары этот чулок второй подставить. Его было все поближе. Но без чего мы не можем? Вода, еда, но самое главное... Це нужники. Ось у нас нужники, посмотрите, бордовые. На нашей балачке это называется сходить до ветру. Да. Чуете, что до ветру? Не облить углы, не навалять под дверью, да? А надо идти куда-то, идти. Почему? А вот опять же, не было таблеток, не было антибиотиков, вообще ничего не было. И чтобы семья выжила, особенно летом, когда холера, когда вот это все, мухи там могут переносить, а хозяйство если большое. Вот. То есть идешь куда-то подальше, пока ты шел, у тебя уже с пятками педикюр прошел, вот это по песочку. Не у всех обувь была, вы же понимаете, полы были глиняные, земляные, их там пометом куриным с водой смешивали. Все это за памперсов же опять вот этих поганых не было, после чего сейчас детей никто не может иметь. Конечно, сварят яйца мальчикам в детстве, а потом хотят... Не, ну это же правда. Ну что? Ну, ребята, давайте говорить же открытым текстом. Кто молодые, не смейте. Только на ночь, и то открываем форточку. Вот. Так вот, значит, 100 лет мы сходили, допустим, да, а вторая печка всегда была обязательно, потому что с апреля по октябрь у нас тепло. И чтобы потом в хате печь, вонять, жарить, шкварить и дымить, чадить, зачем? Воно надо. Кто есть незамужние? Так, тишина, пока врут, пока... Ага, есть незамужние. Вот не женатый есть? Или бывшие все. Вот если вот так вот девчоночка лет 15-17, чтобы это просватана или не просватана, мы бы сейчас бы посмотрели. Кто может с одной спички зажечь нам нашу кобылицу? Не, ну ты подумай. Ну, у вас тут любовь. Так, в общем... О, иди сюда. Иди сюда. Давай. Зовут как? Давай я Зовут как? Ксюша, ты просватанная уже? Нет. А что вы смеете? Так, тебе не подсказывай, мать, не подсказывай. Мала, 13 есть? 12. 12 с половиной, 13. Где приданное есть? Покажи. Что сприла, что ткала? Глаза вот такие и пластиковую карточку на приданное. Тут отправят в гипермаркет. Вот, у нас бы ты, конечно, поприла и по это. Ну, давай посмотрим, какого тебе достанется мужика-казака. Быстрого или не быстрого? На тебе.
От курячих я прячу спички. Открывай, открывай. Ну-ка, внучка, так она не знает. Так это внучка? Машка, спокойно. Ты представляешь, а я замуж пойдет, тоже вместо нее пойдешь брачну. Ты представляешь, что творится? Открывай. Вот это называется у нас... Давай, пекло у нас это называется, в нем пекут. И через пекло она открыта труба. Все открыто, она не знает пока еще про трубу. Поджигай! Смотрите, как он готовит. Дым пойдет, значит замуж отдадим. Не пойдет, извините. С одной раз. Молодец. И что, все готово? Нормально? Смотрите, группа какая активная, на свадьбу все хотят, да? Так, сейчас разберут по запчастям. Не дадут. Понятно? А посмотрите мне, Ксюша, и что, пошел огонь, пошел, а ну давай проверим. Пошел. А ну глянь, точно пошел. Все нормально, но видишь, я рукой сделала. А вообще должен быть пульт управления. Найди. Посмотри, он есть, покажи нам всем пульт управления. Ведро не надо сбивать. Один у меня позавчера, мне тут зеркальце висело на уровне моих глаз. Вы ж видите, я... Косметики не было французской. Придешь, уголек возьмешь. Видишь, я как брови красиво сделал. Вот. А тут детская программа идет. Лука. Лука? Ой, это под Питером, да? Знаем, это такой. Волохове. Так. Знакомство происходит. Так, дети принимают участие в таких играх. Победила дружба. Нет, дружба у нас победила. Теперь следующая игра. Ребята, становимся в круг. Кошки-мышки называются. Давайте. А я посмотрю. Есть вот кружечки, можно не тратить время будет на доставание. Если хотите, вот возьмите, попробуйте. Она немножко не такая привычная, но там химических элементов. Стоматология отдыхает. У нас не было никогда проблем. Можно умыться. Сильно не умывайтесь, бо впадете в детство, тогда не налью горылки. Понимаете? Ответственность будет наступать уже уголовная, если мы вас начнем подпаивать. Но теперь я хочу вам показать богатство. Потому что здесь плоское дно, нет киля, мы не можем положить балласт. То есть для волны морской это бесполезный вариант. Но у нас есть такая система плавней, знаете, экологическая, когда река разливается по рукавам и не очень большие такие, как широкие ручьи, которые поросли с разных сторон и осокой, и там камышом, разным разнотравьем таким. И там всегда селится очень много водоплавающих птиц, мяса, кабаны, свинина. Значит, раки, пожалуйста, вон раколовки, белок чистейший. Сейчас сколько мы за поганую креветку вонючую такую платим, которая там глазированная, непонятно с какого моря. А у нас раки, чуть-чуть только они доросли до омаров. Вот такие прям хорошие были. Вот, чистейшие воды. Поэтому, знаете, когда у нас в прошлом веке искусственно сделали голодомор, представьте себе, это что ленивый казак не мог дойти кряк вот там себе как рыбы бесплатно наловить. Все было искусственно, когда съедали даже членов семьи. Вы понимаете, я знаю таких людей, я знаю до сих пор живых и помешанных в некотором роде. И грех вот этот, он передается... И еще 7 поколений будет передаваться. К сожалению, вот по слабости маме, чтобы накормить 12, надо было сварить 13-го. Ну ладно, я к тому, что эта лодка, значит, так интересно, из имени существительного превращается в глагол. Кто помнит программу, чем что отличается. Значит, у нее нет весел, чтобы двигаться, отталкиваются от дна тростинкой, шестом, скажем так. Вот. Лодка называется каюк. И если кто-то не очень хорошо балансирует, переворачиваясь... Что с тобой стало? Тебе стал каюк. Вот, поэтому вот плоскодоночки это каюки. Действительно, где? Следующую замуж хочу отдать, глянь. Не замужем? Нет. Нет? Что думала, что уже в разводе приехала тут? Вот. Нет, так, давай показывай, где хлеб? Булка хлеба, где? Так, двойка. Пока, ну да, еще же с 2 вариантов. А это? Это что?
Это овес, значит, что это? Каша Геркулес, молодец. Вот смотри, это дискотека, когда тебя будем замуж отдавать, светомузыка для дискотеки, да? Вот, очень много таких интересных А моментов. музыку покажите. Музыку мы чуть позже вам покажем. А нет, вон висит у вас. Вот смотрите, что вот это такое? Значит, как это называется? Вилы. Вилы, грабли. А на нашем языке, на нашей балачке, это зубы. Вот зубы. 45 плюс, вы понимаете, не было стоматолога, не было ортодонта, который штифты, металлокерамику и так далее. Единственный специалист Вакула Кузнец на другом краю хутора, вот, клещами после самогонки или горы, все, дал тебе в рот горячими клещами и, ну, вообще можно было, конечно, там всякими наговорами, сюда сало, если привязать. Ну, а теперь представьте, у кого-то пародонтоз или еще что-то, зубы повываливались, а мы ему сало привязываем. Ну, может, помогало, конечно, но не очень. Поэтому 45 плюс у многих уже вот во рту было вот так. Сверху и снизу, понятно почему, да? Вот, поэтому зубы, выражение «сложить зубы на полку» означает Голодать. закончить сезонные полевые работы. Инженеров не было, но техника безопасности была. Из какого дерева? Это деревянно, неважно с чего, без разницы. Почему они вот выглядят? Ну, потому что гнули, их мочили, там, Специально, да. Ну, как бы смысл в том, что по технике безопасности они не должны были стоять, мы их вот так на полочку, в темноте пришел с поля, уже ничего не видать, на полку главное, да, потом ты снял. А вот когда кушать нечего, это подтянуть пояса. Я знаю, что каждый из вас сейчас уже подтягивает после пляжа, но у вас еще будет одна встреча в хате. Вот, поэтому, когда ты пойдешь замуж, мы тебе, ну, все сгребем, мы это зубы с полки. Обязательно, да, устроим вот такой тебе трезвон, перезвон. И если мы запряжем лошадь, сани, тройка, покажите мне здесь сгу. Кто слышал выражение «не видно, не сги»? Вы знаете, она на видном месте. А ну, не, это не, ну, близко, но не там. Это Шуры. Чуть подальше. Чуть поближе к тебе. Так, а все хомуты же уже у наших хлопцев. Вот она. Вот эта колечко называется сга. Если когда ты едешь в запряженных санях или там в повозке, так темнеет или пурга, или туман, и ее не видно. Вот говорят, не видно низги. Выходим. Это вот Никита Джигурда у нас няня ставил сапоги свои, пока это у нас мы в проекте с ним учали. Да. Вот это же на льду сидели, творили чудеса. Ну вот. Далеко видеть. Между прочим, хорошо. Так. Когда Женьки последний раз сапоги кожаные покупал на двое? Недавно. Когда недавно? Одежника. Правда? Так, молодец, почти. Знаете, почему не пачкать? Вспоминайте фильмы. Даже во время войны не считалось мародерством снять сапоги с мертвого бойца. Очень дорого было. Вот дорого же заплатил за сапоги? Дорого. Они и сейчас дорогие, и всегда были дорогие, и будут. Не рассчитываем. Так вот, чтобы сшить на семью из там 10 сынов. Кстати, из чего будем шить? С чего ты будешь себе шить сапоги в армию? С какой? Верблюд? Нет? Какой? А? Свиная, правильно. Тут кто-то там коровье хотел бы. Но это к Путину на паркет, к Юдашкину, понимаешь? Это другая форма, это все офицерское, это все хромовое, там это. Вот. А чтобы бегать по горам, нам нужен хряк. Просто из свиньи не получится. Свинья, когда рождается мальчик, его кастрируют сразу, чтобы и вообще мясо, чтобы не пахло. Годовалого вобьют. Ну, годовалого съели мясо нормально. А вот этот хряк-то, он растет, во-первых, он вонючий, но от него, знаешь, какая польза? Он женится раз в год. По весне, на всех почему. Он женится, и больше у него работы как бы и не особо. Правда, многие хотели бы, да? Кормят, поят, но дело в том, что вы-то живы, а его забивают потом. Ну, когда уже он плохо женится, шкура крепкая, дубовая, вот, поэтому с него очень крепкие сапоги. Чтобы вырастить хряков на каждого сына, 8 хряков, чтобы у тебя... Представьте, они жрут, и толку с них только женятся, а уже те уже поженились. Вот, ну, одним словом, чтобы обувь была,
ее берегли. Ни в какую грязь, ни в какую распутицу старались. Вот. Лыка нет, лаптей у нас не было, драть не с чего. Поэтому вот становились на ходулечки. Ну, кстати, действительно, это еще и сапоги-скороходы. Помимо того, что мы далеко и высоко это видим все. Вот. Шаг в обычном человеческом состоянии 60-70 сантиметров. Шаг на ходулях. То есть это сапоги-скороходы, все донесения. Можно было, даже если нету грязи, тоже становиться, все увидеть и бегать. Женщины не славянской внешности. Не славянская? Ну что с Европы? Цыгане? Не О! Она, наверное, была в походе. Украли, да, вкрал ее. Вот, смотрите, помните, мы говорили о том, что Запорожскую сечу разогнали? Казаки переселялись, кстати, населяли Запорожскую сечу в основном те, кто давал обет безбрачия. Тарас Бульба, если мы вспомним, он жил в другом месте и привел туда сыновей, помните? Он не в самой Сечи жил, у него же хозяйство было все. А в Сечи там бандюки, они что, конечно, к походам готовились. Ну, реально мощная была сила. А когда сюда стали переселяться, да, боялись сиротеть, вдовить. То есть, ну, сам голову сложишь и все. Вот там тебя мамка оплачет. И ты ни за кого ответственность в этом смысле не несешь, что не надо, ты не будешь переживать, что у тебя дети там с голоду где-то загибаются. Стали расселяться. А земля такая, говорят, палку воткни, та засветет. И это не голые слова. Сидит дед на заваленке, чинит какой-то там, делает кошатку на палочке или еще что. Свою трубочку покурил, воткнул, остатки там, что остались. Раз, а весной на ней уже почки пошли. То есть, ну, есть такие, ну, сейчас там розы так размножают, еще черенкование или что-то в этом роде. Вот это все черенкование. Вот поэтому, конечно, уже нужны были женщины, чтобы они могли вести хозяйство. Уже война не была хлебом насущным. Они отбили, защитили, охраняют линейные казаки. А те, которые ушли на поселение, их только вызывали в случае войны. То есть не линейные, это не офицерские, они при определенных обстоятельствах возвращались в строй. Им нужна была дружина, то есть жинка. А не хватает на всех. Вот ехать, например, где у нас эти невесты наши, что поджигали? Куда там, Воронеж там скакать, там еще куда-то. Да приедешь, а тебе гарбуза дадут. Что такое дадут гарбуза? Отказ. Тыква. Арбуз это кавун. То есть тебе выкатят тыкву, и с тобой никто не разговаривает. Просто молчки, чтобы никого не обижать, плохих слов не говорить. Вот. И ему еще назад месяц там скакать где-нибудь. Понимаете? А так они в походе. Оп, лей-ла-ла-лей. Завоевали, девку скрали, вот, или там черкешенку какую из аула, а может с кунаками договорились для того, чтобы мир, жвачка, вот. Таким образом, браки совершались, но после того, как из инославной эта женщина принимала православие. Хотела она, не хотела, второй вопрос, тебя уже украли, тебя уже перевезли. Вот, и причем, ну, как бы достаточно безболезненно, в принципе. Если хороший казак, девчата терпели все. И потомство у них, конечно, с доминантными признаками черноглазых, чернобровых. Не зная, как лечить, еще ветеринария была на зачаточном уровне, поэтому охраняли и старались, чтобы у тебя ни перья упор не повылезали, ни молоко не пропало, нас приглашают уже в хату. Вот. В общем, 3 части на подворье. Понятно, у нас, значит, палисадник, хата и вот двор, да, спасибо. Вот игры проходят для детей, чтобы скучно им не было лекцию слушать. Заходим в хату. Не будешь Музей. Всегда можно разговаривать. Экспонатов сколько. Тут что держалось.
То есть вот теперь это частное подворье, личное, свое. То мы раньше все это арендовали. Вообще казачьи вечерки уже 10-е лето существуют. То есть мы впервые открылись в 2009 году, 10 лет назад. Вот. Это уже 3-е подворье, но теперь свое уже, родное, и мы уже никуда теперь отсюда не съедем. Вот чем оно интересно? Тем, что за основу это действительно старинная казачья хата. Не какое-то оно построенное или приспособленное для этого помещения. Вот, действительно выбрали хату старую, потом перевез сюда всю эту экспозицию свою. Вот, а потом начали обустраивать уже подворье. Так вот, ну, первой группе я рассказывал, как строилась казачья хата, рассказывал про красный угол, про царя, про символ тамовской власти. Давайте немножко по-другому сейчас вот построю свой рассказ, но тоже будет интересно. Знаете, вот я такую экскурсию маленькую, минут на 15, быстро-быстро, сжато расскажу. Знаете, символы богатства в старину казаков, я думаю, будет интересно. Будете потом фильм какой-то смотреть старый, скажут, о, да тут это богатые люди живут, вон какие-нибудь вещи. Я когда фильм смотрю, я не смотрю там на этих персонажей, которые на переднем плане показывают, актеров, да, вот, я смотрю, что там дальше. Бывают иногда такие ляпы, посмотришь и увидишь, да, то, что вот эта вещь, она не могла, допустим, там, в 1910 году быть, потому что она еще тогда не сделана была, она чуть попозже была, ну и так далее. Вот, да, то есть, смотришь, как там расставляли все, то есть будете такими специалистами, хорошо? И начнем, вот, наверное, от входной двери. Вы сейчас прошли, наверное, не увидели, на входной двери висит подкова. Кто обратил внимание? Видели, да? Все знают, что подкова это символ удачи. Богатство у казаков, да? А знаете почему? И как вешать подкову? Вверх рожками или вниз рожками? Вниз. Вверх. А вот уже разделилось вверх, вниз. Пару слов скажу, хорошо? Я тараторить буду, успевайте. Я думаю, интересный вопрос, как бы, потому что мне не разделились. Так вот, подкова в старину, знаете, почему символ богатства, да, удачи? Дело в том, что вообще металл был раньше дорогой, в старину еще. Ну, не каждый казак мог подковать себе лошадь. Что такое у лошади копыта? Это как у нас ноготь. Тут бывает, подстригаешь, отвлекся, чпок себе, да, аж кровь пошла, да, вот больно. Вот то же самое, как ноготь у копыта у лошади, роговое образование. Если где-то лошадь где-то вот на острый камешек наступила, пробила себе копыта, оно потом болеть будет, она будет хромать на одну ногу. Вот поэтому лошади подковали. Ну, подковы дорогие, то есть это металл, они дорого стоят. То есть лошадь есть, она не подкованная. И вот знаете, когда казак идет, смотрит на дороге где-то отвалилась какая-то подкова, вот, плохо было приковано, расшатались эти гвоздики. Гвоздики особые, они такие на конус, ухналь называется, да, вот, которым подкова приковывается к копыту. И вот нашел он эту подкову. Вот уже первый признак богатой жизни, да, еще 3 найти, и денег тратить не надо, все, и лошадь твоя подкованная, все. Вот, уже первая есть, одна есть уже, вот, да. Это все равно, что, представляете, вы идете и нашли вдруг колесо от джипа, все, еще 4, и нужно кататься. Вот, примерно так, да. Конечно, он повесил на видное место, то есть она вот была уже таким неким символом становилась. Так вот, понятно, что подкову нужно найти не где-то там, с кабяной лавки купить нулевую, пришел, повесил. Нет. То есть она у кого кто-то должен потерять, чтобы вы ее нашли. Понятно, да? То есть чья-то потеря, моя находка. Вот та, которая на входе подкова висит, вы не поверите, я нашел не на улице где-то, в станице, не в поле где-то. Я ее нашел в море. Я вот зашел купаться по поясу, ой, холодная водичка. Раз, чувствую ногой, что-то там, что-то твердое. Занырнул, достаю, смотрю, подкова. Там даже гвоздик такой вот есть, скрюченный, из-за которого она отвалилась. Я когда был, знаете, мальчишка еще, помню такое, знаете, стихотворение. Не было гвоздя, подкова пропала, не стало подковы. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город пленных не щадя. Из-за того, что в кузнице не было гвоздя. То есть в жизни мелочей не бывает, все в жизни взаимосвязано, мы не всегда просто можем проследить эти причинно-следственные связи. Да? Подал нищему там какую-то копеечку, тут бах, в лото выиграл почему-то вдруг, да? Никто не выиграл, а тебе повезло. А оказывается, вот из-за того, что там когда-то ты тоже добрый поступок сделал. Или наоборот, кого-то наступил на ногу, там, да, не извинился, ох, тебе машина сбила. Тоже парадокс, да? Я шучу. Вот такой черный юмор, да? Ну, принес себе казак подкову, как ее повесить, так или так. Значит, смотрите, смотря что вы хотите от этого берега. То есть и так правильно, то есть все правы здесь, кто находится, и так, и так. Принцип такой, если вот бедная семья, только поженились, еще ничего нет, а хочется, чтобы стадо коров было, да, чтобы там табун лошадей, чтобы там поля были, там пшеница, там кауны растут на бахче, да, вот. Ну, так же не бывает. Как сейчас у нас тоже молодые женятся, да, сразу хочется, чтобы и квартиру трехкомнатную подарили, машину иномарочку, чтобы там вся техника внутри уже, и чтобы еще за границу какую-нибудь на медовый месяц поехали, да, на какие-нибудь острова, там, чтобы
все в шоколаде, да? Рожай только внуков и радуйся этой жизни. Не все же так бывает. Это, скорее всего, исключение, да? Вот, ну, вот так же и старину. То есть в таком случае подкова вешалась вот так, рожками кверху, и по-другому еще называлась она полная чаша. Дом полная чаша. То есть она помогала собирать, накапливать и так далее, вот такому накопительству. Если вот уже лет 20-30 прожили казах с казачкой, уже плотно довольно-таки стоят на ногах, уже куча детей нарожали, сыновья старшие там табун лошадей тот пасут, о котором мечтали 20 лет назад, да, дочки там уже это стадо коров дует, тоже, о котором мечтали, да, вот там арбузы колосятся, тут яблоки поспевают, ну все уже есть, да, и вот оно и большего не надо, потому что с этим надо с этим работать. И меньшего, потому что с этим объемом как бы справляемся, да, вот, и знаете, вот, чтобы не было там мора скота, вот этот вот, не украли там ничего, не сломалось, как вот раньше в молитве было, чтобы огненного запаления, воровского нападения не было, да, то есть подкова вешалась вот так, наоборот, рожками к низу, и она как бы вот защищала, да, все беды и несчастья, как бы, вот они обходили эту хату стороной. Да, если на вход во двор, значит весь двор. Как бы как купол, как бы такая, знаете, энергетическая защита вот всего этого подворья. То есть вот, когда вы решили повесить себе дома подкову, нужно определиться со своим статусом. Вы богатый человек или бедный? То есть если уже все есть, ну повесь тогда вот так, чтобы оно все и сохранялось, да. Если еще вот ездишь на Жигулях, а хочется на джипе покататься, ну вот так повесить, скорее всего, первое колесо найдешь от джипа, да, как я уже говорил. Так вот, все-таки у нас подкова вниз, и хата у нас богатого казака. Я так тоже в двух словах сейчас быстренько по символам богатой жизни. Хата построена по-богатому. Еще, в хатах в старину полы были глиняные. У меня фамилия глиняные, вот я это точно знаю. Называлась доливка. Брала казачка глину, добавляла туда навоза коровьего, пожиже разбавляла водичка. Знаете, так вот не густо, не жидко, как сметана. Знаете, так, только коричневая, только из глины. И тонким слоем распределяла по всей поверхности пола, он высыхал. И гладкий такой получался, прохладный на ощупь. Ходишь по нему босыми ножками летом, он аж холодит ноги. А зимой, чтобы ноги не мерзли, бросали слой соломы на пол. И ходили по соломе, пол все теплый. Весна на улице потеплела, солому все убрали, подновили, опять доливочку сделали пола. Вот так как бы жили. Здесь уже, смотрите, пол в этой хате деревянный. Говоря современным языком, это теплые полы. То есть зимой они ноги уже не холодят. Можно и босиком по ним ходить, будет тепло. Вот. Когда в 1792 году, вот эту дату я буду сегодня часто упоминать, казаки переселились, когда Екатерина II подарила им землю, это Азовское, это Черного моря, да? Вот во главе с Захарием Чепега они сюда пришли, здесь кругом степи были. Ни деревьев здесь не было, то есть трава в степи растет, кустарочки какие-то, в плавнях камыш там растет, да, вот из чего эту хату строите, как жить дальше. Так вот, деревья, когда вот ехали вы на автобусе вдоль дорог, с одной и с другой стороны трассы растут деревья, видели, да? Это в советские времена колхозы, совхозы сажали по периметру полей лесозащитные полосы, чтобы не было выветривания почвы, плодородного слоя, эрозии почвы не было, да, чернозем сохраняли. Вот. А раньше здесь этого всего не было богатства, то есть дерево нужно было привезти сюда. То есть такие полы, это действительно роскошь. То есть его надо было доставить, привезти, и оно стоило дорого, не каждый казак себе мог его позволить. Мы когда с женой приобрели эту хату, трещины в этих полах были иногда вот до 2 сантиметров, так они рассохлись, эти доски. Ну, как-то вот заделали, как-то все привели в порядок. Ну, сразу вошли, обратите внимание, вот сразу напротив входа висят часы, называются как они, часы с короной, старинные, революционные. Они такие своенравные, то идут, то не идут. Сегодня только вот их перед вашим приездом, видите, без 7,6. Опять их подвел, завел, опять встали. Ну, боюсь их трогать, настолько старый там механизм уже. То есть это предмет роскоши, это не предмет первой необходимости. Полдень, когда солнышко над тобой, жена или старшая дочка туда ему в поле принесла, узелок, что-то перекусить, там краюху хлеба, сальца кусочек, там, или курочку сварила, там, да, вот, ножку от нее оторвала, там, да, помидорчики, огурчики, яички сварила, принесла, да, кусочек там сальца, лук, чесночок, там, ну что есть, что нехитрый такой скарб, какую-то пищу. Глечики принесла ему там компота холодненького, узвар, да, называется, там, с дички, груши сварила, допустим, или с того же погреба достала квас холодненький, да, или молочко подоила, свеженького принесла, вот он поел, запил и дальше работает, ну, чтобы не тратить время туда-сюда ходить, да, на эти переходы, чтобы больше сделать со световой день. Коля, Да-да-да. столики накрыты. Сейчас, Лен, подожди, я сейчас, буквально 2 минутки, я говорил. Вот, ну, солнце садится за горизонт, значит, это тоже звоночек такой, когда нужно было возвращаться домой, вечерить, то есть ужинать и спать ложиться. Почему вы сказали, что вечерки, мы сейчас все с вами пойдем ужинать, вечерить. Но спать, я думаю, уже откуда автобус вас привезли. Соседи сверху зальют водой, все это мебель можно смело выбрасывать, потому что сопило. Ну, это вот, это все состоящее дерево. Я покажу некоторые вещи. Я уже так ускоряюсь, ну, смотрите. Вот блюдо. Классное? Да. Тоже
же глина. Глина вот там бы я ее поставил, да. Это другая вещь. Я переверну, тут маки, смотри, красные, синие. Я переверну, и вот у кого зрение хорошее, двуглавый орел, а здесь на ленточке написано «Кузнецов». Так вот, кузнецовский фарфор до революционной России, он был очень известен, он был очень хорошего качества. Иностранцы покупали с удовольствием наш русский фарфор, потому что хороший. Фарфоровые вещи Кузнецова, как бы не каждый знает, поставляли царскому двору. И сам царь мог кушать вот с такого блюда. То есть это царская посуда, это не для простолюдинов. И не каждый казах себе мог такую позволить. Где Питер, где Кубань, как ее сюда привезти еще. Такая хата. Тут целый музей. Автоматы. Там экскурсия идет, рассказывают. Здесь выставка. Вот такая вот выставка. Можно надеть, сфотаться. Вот в этом вот. И мы выходим. В ожидании еды все вот тут вот так развлекаются. Кто как может. Такая рыбина большая лежит, висит. За столом не курить вообще. Вот как весело. А тут с детками занимаются аниматор. Тут зверюшки. Давайте зверюшек посмотрим. Енот. Тут внутри. Дальше пошли. Здесь кабан. Ой, ты какой. Ты какую. Здесь зайчик черный или кролики. Здесь коза и бараны. Здесь куры, утки. Птичник такой. А это что за птица? Я даже не знаю. Какие. Здесь еще какие-то зверюги. Петух. Курица. Куры породы феникс. Вот. Видно, нет? Куры, цыплята. И здесь мы... О-е! Страус Эмо. Ой, какой он большой. Какой он большой. Пальцы в клювик не сувать. Во, ой. Начну, потому что время идет. Я всем хочу пожелать приятного аппетита. На первое у нас вот такое казачье блюдо — кубанский борщ. И знаете, в старину, когда казаки где-то в походе на привале останавливались и варили пищу в общем котле, ну, для всех, для всего отряда. Вот первый всегда пробу снимал атаман. Он брал на себя такую ответственность, чтобы, не дай бог, с казаков никто не отравился. То есть атаман отвечает за все. Вот приготовили пищу, стоит котел, все казаки смотрят с замиранием на атамана, он черпал ложкой, пробовал, потом всем говорил: можно, и все приступали к пище. Я сегодня этот борщ уже пробовал, поэтому можно. Борщ вот такой. Вот. По рюмочке сейчас принесут, не волнуйтесь, все сейчас будет. А я потихоньку начну для аппетита такой небольшой концерт, авторской песни, как обещал. И буду, знаете, так вот, грустную песню, потом веселую, потом опять грустную, потом опять веселую. Ну, чтобы душа свернулась, развернулась, такую физзарядку для души будем делать. И первую песню, которую я хочу исполнить, написал уже в этом 2019 году, она свежая, вот недавно только у меня вышла она. Дело в том, что сейчас вот, я занимаюсь наставнической деятельностью в казачьих классах. Кадрон выходит с окружения, врагу даем свое последнее сражение. Я мыслями к тебе, мою любовь лечу. Ты в церкви за меня поставь свечу. Дорогу уходит эскадрон навстречу Богу. России и царю служили верно. Нас вспомнит Родина когда-нибудь, наверно. Снова снег засыпал все окрест. От мороза под бешметом стынет крест. Сердце бьется вольной птицею в груди.
Какова судьба казачья впереди? В 19-м дожились вот террас. Яшка Сверлов роковой издал указ. А в указе волос дыбом, твою мать, казаков всех на Кубани расстрелять. Я верю, что сражались мы не зря. За веру, за отчизну, за царя. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. Атаман, веди нас в бой скорей. За детей, за жен, за матерей. А советы пусть запомнят навсегда, что в казачьих жилах кровь, а не вода. А потом, когда закончим бой, мы по чарке до краев нальем с тобой. За братов погибших и айда в намет. Пусть нас мало, с нами Бог и пулемет. Я верю, что сражались мы не зря. За веру, за отчизну, за царя. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. Свою жалко батьку с мамкой, жинку и детей. Им не избежать судьбы своей. Ладно мы гибнем как солдаты, а они чем перед властью виноваты. И все ж я верю, что погибли мы не зря. За веру, за отчизну, за царя. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы погибли не напрасно. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы погибли не напрасно. Я верю, что все было не зря. Я верю, все было не напрасно. Спасибо, спасибо большое. Ну, я вот в музее рассказывал, что у казаков своеобразный такой язык. Казаки балакают, кубанские казаки. И кубанская балачка в себя вмещает сразу три известных языка. Это русский язык, потому что с России, за Россию украинская мова, потому что в 1192 году туда потомки запорожцев переместились. Поэтому такой украинский оттенок речи казаков. И очень много тюркских слов, потому что местное население до прихода казаков, особенно там в горах, где Черное море, говорил на тюркском наречии. И я сейчас хочу на кубанской балачке исполнить вам шуточную такую веселую песню. То есть песня уже будет не мной написана, а народом. Народная песня. Вот. Ну, если вдруг кто не поймет, о чем она, я потом переведу на более понятный русский язык. Хорошо? Песня в оригинале называется «Черная квочка, чубарочка». Сейчас закончится время. Чорна квочка, чубарочка по двору ходила, за собою 23 курчаток водила. Цип, цип, цуруруру, цип, цип, цуруруру, за собою 23 курчаток водила. Стала хмарка набігати, дожик накрапати, стала стара бабусенька курчат загоняти. Цип, цип, цуруруру, цип, цип, цуруруру, стала стара бабусенька курчат загоняти. Загоняла, загоняла, троє розтоптала. На четвертий спотикнулась, а на п'ятий впала. Цип, цип, цуруруру, цип, цип, цуруруру. На четвертий спотикнулась, а на п'ятий впала. Сидить бабка, сидить бідна, сидить в домі тихо, бо як прийде діти з поля, буде баби лихо. Цип, цип, цуруруру, цип, цип, цуруруру, бо як прийде діти з поля, буде баби лихо. Спасибо. Ну понятно, о чем поется в этой песне? Кто не понял, быстренько переведу. Вот черная курица квочка водила цыплят по двору, начался дождик, тучка, хмарка по казачьи, хмарится небо. Набежала, и бабушка начала собирать цыплят, полно растоптала, полно раздавила, сидит и ждет, сейчас дед из поля вернется, что дождь начался. И ей за это влетит, будет ей лихо, как поется в этой песне. Вот такая нерасторопная бабуся и такая шуточная песня про нее. Ну а сейчас... Строевым шагом марш! Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Всегда казак был на переднем крае. Встречал опасность, он лицом к лицу. Душою чист в молитве перед Богом.
не место трусу здесь и подлецу. Мой брат казак, еще не раз при встрече обнимемся и хлопнем по рукам. Спасибо скажем мы Екатерине, что землю подарила казакам. Мой брат казак, еще не раз при встрече обнимемся и хлопнем по рукам. Спасибо скажем мы Екатерине, что землю подарила казакам. За четверть века войско возродилось, вновь казаки, как прежде, стали в строй. За веру, за Кубань и за отчизну, готовые идти на смертный бой. Мой брат казак, еще не раз при встрече обнимемся и хлопнем по рукам. Спасибо скажем мы Екатерине, что землю подарила казакам. Мой брат казак, еще не раз при встрече обнимемся и хлопнем по рукам. Спасибо скажем мы Екатерине, что землю подарила казакам. Олимпиаду в Сочи охраняли, России Крым на блюдце принесли, парадом по Москве с тобой шагали, а сколько при ЧС людей спасли. Мой брат казак, еще не раз при встрече обнимемся и хлопнем по рукам. Спасибо скажем мы Екатерине, что землю подарила казакам. Мой брат казак, еще не раз при встрече обнимемся и хлопнем по рукам. Спасибо скажем мы Екатерине, что землю подарила казакам. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Сотня, стой. Раз, два. Спасибо, спасибо. Вот так песня называется «Казачья земля». Принесли. О. Курочка. Ну, вообще, я пел, что Екатерина II подарила земли казакам от Азовского до Черного моря. И дарственная грамота, она и сейчас находится в Краснодаре, музее имени Фелицина, согласно которой вся эта земля принадлежит казакам. То есть, говоря юридическим языком, Кубань — это единственный субъект Российской Федерации, где земля принадлежит не государству, а подарена местному населению. Есть документ, все. Земли, правда, нет, вот, знаете, все продали дядям, тетям всем, вот, ни одного квадратного метра. Но все-таки грамота есть. Ее в советские времена увозили в Америку за рубеж, чтобы ее спрятать, и сейчас вернули обратно, я уже сказал, в музее имени Фелицина находится. Итак, казачья земля. Милые сердцу родные просторы щедро встретят сады и поля. Это земля, на которой я вырос, это казачья наша земля. Море Азовское, теплое море, в море впадает ея река. Рыбой богаты морские просторы, это казачья земля на века. Наш атаман был Захарий Чепега, здесь он сказал, будем вечно мы жить. Наша отныне казачья доля, мир для России на юге хранить. Милые сердцу родные просторы щедро встретят. Все вместе. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить.
жить. Смелее! Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. Эй! С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Эх, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Атаман наш знает, кого выбирает. Эскадрон по коням, да забыли про меня. Им осталась воля, да казачья доля, а мне осталась пыльная, горючая земля. Эх, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Жилка погорюет, выйдет за другого, за моего товарища забудет про меня. Жалко только волюшки в широком полюшке, жалко мать старушку да буланого коня. Эх, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Как на черный ерик выгнали казаки, выгнали казаки 40 тысяч лошадей. И покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом Люба голову сложить. Люба! Спасибо большое. Кстати, мало кто знает, что любимая песня батьки Махно. Вот больше 100 лет после революции. Помогать петь ей будет Женя. Встречай аплодисментами наших очаровательных казачек. На Кубани мы живем, наша деревня, не найти красивого, благодатная. Ой, Кубань, кормилица, ой, Кубань, красавица.
Следующая песня многим известна, кубанский хит, про девочку Машеньку. Но у нас на Кубани Машу называют как? Маруся. Есть у нас Марусеньки? Раз, Маруся. Одна, да, пока только на всех. Но в нашей песне поется два и поется три. Давайте попробуем посчитать все вместе до 3. Раз, 2, 3 по руке и послушаем, какой стол активней. Так, чтобы крышу унесло на тот пляж, откуда мы приехали. Итак, по руке, раз, два, три. И... Ой, одни только поняли, что надо сделать. А ну, дружней, там та сторона. И... Хорошо? Маша, ты же Маша, песня про тебя будет. Молодцы, поет песню. Ну, Костя, теперь все вместе! Продолжаем. Сюда передавайте.
Вот так, не дошел. Ой, миленький, варенички хоче. Ой, миленький, варенички хоче. Навари, милая, навари, милая, навари, йо-хо-хо, моя чорнобривая. Навари, милая, навари, милая, навари, Йо-хо-хо, моя чорнобривая. ай, дружиш нема, милий, мій миленький. Дай, дружиш нема, головами сізейники. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, йо-хо-хо, моя чорнобривая. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, йо-хо-хо, моя чорнобривая. дай сили вже ж нема, милий, мій миленький. Дай сили вже ж нема, головами сізейники. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, йо-хо-хо, моя чорнобривая, помирай, милая, помирай, милая, помирай, йо-хо-хо, моя чорнобривая. А з ким будеш виживати, милий, миленький? А з ким будеш виживати, головами сізейники? А із кумой, Не бачиш? із кумой, йо-хо-хо, моя Пригласи чорнобривая. гості із тумою, милая, із тумою, милая, із тумою, Йо-хо-хо, моя чорнобривая. так підем же додому, милий, мій миленький, вареничків наварю, головами сізенький. Не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй, О, поняла. йо-хо-хо, моя чорнобривая. Не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй, йо-хо-хо, моя чорнобривая. Та з ким будеш наживати, милий, мій миленький? Та з ким будеш наживати, головами сізенький, а? І з тобою, милая, і з тобою, милая, і з тобою, і з тобою, моя моя чорнобривая. А ти куди рятую, бо сьогодні нашу хату підпалю. Дорогие гости, я думаю, немножко уже подкрепились, да? Мы сейчас пойдем приготовимся, чтобы показать вам работу с холодным оружием. Я думаю, тоже будет интересно. А пока вы доедаете, допиваете, я думаю, что с казачками пару песен споете, хорошо? Мы споем пару песен. Я предлагаю детям, ну, может быть, и папа, мама, кто постарше, выйти сюда с нами пофотографироваться, такой сделать маленькую фотосессию. Которого любила, правда, очень письма берегла. Которого любила, правда, давай к нам. Письма берегла. Ой, ты песня старинища, ты лети за ясным солнцем свет. Сливайку на дальнем пограничье, а Катюши передай привет. Сливайку на дальнем пограничье, а Катюши передай привет. Пусто вспомнит девушку простую, пусто слышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Иди там куда расписали, я не дай там. Заплыли туман, заплыли. Теперь вашей ручкой. Уходила с
Отлично. Вот у нас еще отлично устные слова народной песни. Да? Запомнила? Вот запахло порохом потихоньку начнет. Теперь никто мальчишкам не скажет, да ты пороху не нюхал. Понюхали порох в нашей подворье. Мы сейчас будем махать всякими разными штуками, поэтому просьба. Всем отойти. Маленький инструктаж, я прошу, дорогие гости, придерживайте своих детей. Придерживайте чужих детей, чтобы никто не выскочил и не пробежал передо мной, за мной, между мной, чтобы я никого не зацепил. Вот так всем будет видно, и всем будет безопасно. То есть самое главное — это безопасность. И если вдруг сзади меня какой-то ребенок вдруг побежит, скомандуйте мне стоп, я замру в той позе, которая не достигнет эта команда. Вот маленькие дети, большие. Просьба не бегать, не перебегать. Места еще свободные, кстати, сидячие есть. Кому удобно, можете присесть. Итак, первое оружие, которое хочу продемонстрировать, казачья пика. Казаки сказали на конях выставили свою пику, доскал до врага, не протыкали пикой. Кто смотрел фильм «Тихий дон», там Гриша Мелехов еще и метал эту пику во врага. Но до врага еще нужно было доскакать. И многие казаки вращали пики с гиканьем, со свистом, для чего это делали, для того, чтобы деморализовать противника, посеять в его рядах панику. Примерно вот так. Ну а дальше в ход шла шашка. Казачья шашка. У вас команда «Шашки наголо!» Не бойся. Сейчас покажу. А сейчас довольно-таки сложный трюк, который у нас на Кубани демонстрировали казаки-пластуны. Слышали такое название? Да. Ну, в армии есть переползание пластунские. То есть вот как казаки-пластуны, это от них пошло. Ну, в старину говорили так: пластуны, глаза и уши армии, царской армии. То есть это были самые лучшие разведчики, могли стрелять с любого вида оружия. Владели любым холодным оружием, владели приемами рукопашного боя. Вот у меня в правой руке яблоко. Я должен вот это яблоко это правой рукой подбросить вверх. Это же правой рукой достать из ножен шашку и постараться разрубить яблоко, пока оно в воздухе, пока оно в небе. Яблоком в небе я управлять не могу, но попробую.
И еще я хочу сказать, что я никакой не цирковой артист. И в цирке никогда не был, я вот в музее рассказывал свою биографию. Вот, поэтому, если вдруг с первого раза не получится, трюк сложный, требует точности. Улюлюкать не надо, тренироваться буду на утро, яблоки и горилка еще есть. Внимание. Почти. Сложный трюк. Почти попал. Но горилка все равно сегодня еще будет, это не из жадности, поверьте. А сейчас в руках сразу две сабельки. Сабля от шашки отличается тем, что есть вот такая защита для руки. У шашки такой защиты нет. Гарда называется. Ну и представили, что враги вокруг меня. Я веду такой бой в круговую, примерно вот так. Вот такое же вращение, только с нашим российским флагом. Примерно вот так. Россия вперед! А в левой руке мне флаг Краснодарского края, флаг Кубани. И следующий номер можно назвать так. Во славу Кубани, на благо России. Спасибо. А теперь у меня фехтовальная шашка. Она специально для фехтования, она закалена. Она тупая. Ну, металлическая бьется больно, поверьте. И мы сейчас с Пашей хотим показать свободный поединок. У него такая же шашка. Такая же для фехтования. Свободный, значит, недоговорной. Чем закончится, не знаю. Сейчас посмотрим. Итак, кто же победит? Юность? Или опыт такой же подуставший? Делаем ставку. Юность! 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 Все, ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, посмотрим. Я еще раз хочу сказать, у нас с Пашей никакой там защиты на рукавников, на локотников, на коленников, ничего нет. То есть поединок, да постараемся, может быть травмоопасен. Шашки ходят тупые, но бьются больно, поверьте. Я еще хочу сказать, ну, слабому разминка не поможет, а сильному она не нужна. На! На! Хотя! Ха! На! Хоп! Молодо-зелено. Я сказал, молодой держит. Юности будет больно сейчас. Вот так-то опыт не пропьешь. Хотя
Сейчас зарядил ты раз по... Хорошо, что сапоги, а то точно травма была. Ну, сейчас еще один трюк, на этот раз казачьей нагайкой. Вот, говорят, малкнул, да удал. Казаки в старину для усиления ударных свойств оружия, конец нагайки, вот в эту часть. А можете подарить? В старину вшивали круглую свинцовую пулю. И тогда удар-то свинчаткой на конце нагайки. Вот такой был смертельный, попадал в голову, убивал. Попадал по рукам, ногам, ломал кости. Чем-то это оружие напоминало старинное русское оружие кистень. Кто знает устройство? Кистеня. Рукоять, цепочка и гирька на конце. Вот такой же свинчатка на конце казачьей нагайки. То есть работа такая же с кистенем. Восьмерочки горизонтальные. Вращение за спиной чертом называется. Сейчас при помощи нагайки, при помощи Паши, мы хотим показать вам трюк, который можно словно назвать борьба с алкоголем. Вот такой импортный любимый молодежи алкогольный напиток, джин-тоник, называется, гадость несусветная. То есть я вот не против горилки, знаете, она говорят, без ГМО, натурпродукт, да. А здесь натуральная химия, вот, гадость, самая настоящая. Тем более еще молодежь, ей травят, потому что сладенькая, 9 градусов, да. Вот, то есть это пить нельзя, это химия. И борьба с курением, Паша, 2 сигареты в руках. Паша не пьет, не курит, сейчас поймете. Почему? А ну-ка, оставь сигарету. Такая ежедневная жесткая подготовка. Итак, внимание. Здесь, конечно, никакой свинчатки в конце нагайки нет. Здесь в шлепке вот веревочка проходит через стекнутое вище, и в конце она завязана на узелок. Но бьется, вот даже через сапог чувствуется. Кто маму не слушается с папой, а? Сейчас мама скажет, настольник, закодируй ребенка, чтобы не пил, не курил никогда, да? Итак, внимание, шутки в сторону, сложный трюк. Я постараюсь одним таким слитным тройным ударом сбить у Паши с головы банк и выбить 2 сигареты из рук. Сложный трюк требует точности. Одним движением поразить 3 мишени, 3 цели. Внимание! Ой. Вот и вопрос после этого закурили, запей. Просили сигарету оставить. А сейчас еще один трюк. На этот раз вот таким современным кухонным ножом. Нож купил в магазине. То есть это заводской нож. У него пластмассовая рукоять такая черная. У него заточенное лезвие. Ну, такое вот продавалось в магазине. Не тупил, не острил. Такое, какое есть. У него сбоку даже есть здесь клеймо. Написано Павлова. Медиз, ну, медизделий. Нерж. Нержавеющая сталь, нержавейка. Вообще павловские ножи хорошие. Хорошие ножи делают. Такая реклама отечественного производителя. Вот пазики делают они, павловский автозавод. Не очень хорошие. Но у нас детей на них возят, они все равно больше 60 км в час и не ездят. И хорошо. Все равно запрещено. Итак, внимание. Вот так на дощечке лежит сырая картофельная. Вот так видно всем? Ой. Покатилась. Живая. Итак, внимание. Нож эти 2 пальцами, посмотрите, он легко разрезает эту картошку. Острый нож, легко. Завтра на борщ. У нас все в дело. Ну, острый ножик, в жару эту штуку можно использовать в качестве веера. Вот так. Жарко сегодня. Жаркий вечер. Некоторые жинки говорят, мне такую штуку домой, муж пьяный приходит с работы, а я стою, жду его за дверью. Добрый вечер! Можно, конечно, и сковородкой. Но железной сковородой можно повредить голову не трезвого, но любимого человека, правильно? А ну такой более щадящий, такой деревянный вариант. Итак, внимание, сам трюк теперь. Сейчас ножик достану теперь. По-другому. Это опасное оружие. Конечно. Итак, внимание. На остром лезвии ножа расположена картофелина, надрезана. Держи, Паша. Моя задача ударить по картошке вот этим местом, ничем еще на рукой. Так, чтобы картошка разрезалась на 2 половины, а рука моя осталась целой. Трюк требует точности. Я должен руку остановить около самого лезвия этого ножа. Чуть дальше будет порез на руке.
Миллиметр не добью, на этом миллиметре картошка предательски останется висеть на ноже. И такое тоже бывало. Значит, мальчишки, девчонки. Следующий трюк дома у себя на кухне со своим картофелем, со своими кухонными ножичками не повторять. Он травмоопасен. Можно серьезно до крови поранить себе руку. Не повторять. Нужно долго-долго заниматься каким-то видом единоборств. Я, например, начал заниматься еще в 1982 году, будучи семиклассником в школе. Начал заниматься нашей боевой отечественной системой самбо. Самооборона без оружия. Но нам по доброте душевной тренер еще и с оружием показывал. Как всегда, да, всем ребятам той поры. Итак, внимание, мы сейчас больше для вашей половины группы покажем. Для вас я пока буду стоять спиной. Потом развернемся специально для вас покажем. У меня запасная левая рука есть. Если с правой что-то пойдет не так. И у Паши запасная картошка есть. Все продумано. Ну, вообще 2 раза посмотрите, у вас меня вип-места. Я оптимист, поэтому я все вижу положительные такие стороны. Итак, внимание. Картошка на ноже, рука целая. Пока. Внимание. Не повторять. Картошка разрезана, рука целая. Для вашей половины немножко развернулись. Да ладно. Внимание. Рука целая. Это у меня мушка. Мушку совмещаю с целью. Я уже выделываюсь уже, да? Картошка разрезана, рука по-прежнему целая. Все на борщ, да. Яблоки на компот, картошку на борщ, на все дело идет. Безотходное производство. Итак, ну этого ножа не только острое лезвие, это часть ножа, но и хорошо заточенное острие. У меня внизу лежит дощечка. Вот кто далеко стоит, я потом подниму, покажу. Ну просто сейчас обратите внимание, я держу нож 2 пальцами, отпускаю. И он с таким чмокающим звуком легко втыкается в доску. Я потом подниму, покажу. То есть обратите внимание, я не вот так ножик загоняю в доску. Ха! Со всей силы туда, да? По самую рукоять. Нет, я просто пальцы разжимаю, и он просто под силой притяжения земли матушки, под своим собственным весом, легко втыкается в доску. Легко, да? Только он немного двигается. Острый нож, ну потому что гибкая такая вот у него лезвие, да, поэтому он на ней пружинит. Как будто пружина. Ну а так, всем видно? Острый нож. А теперь внимание, сам трюк. Значит, следующий трюк дома тоже не повторять, он смертельно опасен. Вот это пружинистое лезвие, которое пружинит, как уже вот заметили молодые люди, да, может таких бед наделать. Не повторяй. И еще, если во время выполнения трюка кому-то, девочкам, девушкам, женщинам станет страшно, глазки вот так закройте, не смотрите, чтобы вам плохого на ночь не снилось. Если страшно и одновременно интересно, глаза можно прикрыть вот так. И одним глазком подсматривать, так будет в половину не так страшно. Итак, внимание. Острый нож легко втыкается в доску. Видели, да? Посмотрим, воткнется он в меня или нет. Кому страшно, закройте глаза, остальным нервы пощекочу немного. Итак, взрослые знают, здесь ниже КДК нет какой-либо кости, которая могла защитить мою шею от острия этого ножа. Здесь ниже КДК находится дыхательное горло, трахея называется по-медицински. Довольно-таки слабая уязвимая точка на теле человека. Я вот немножко придавил, и уже наступает душающий эффект. И еще начинает темнеть, я ближе подойду, покажу, мне на шее нет никакого скотча. Никакого лейкопластыря телесного цвета. То есть шея ничем не защищена. Итак, внимание. Врач есть среди гостей? Я. Чуть-чуть. Я тоже. Нет, просто знаете, раз выступал, говорят, патологоанатом подойдет. Есть, да? Вот. Но я думаю, до этого не дойдет. На самом деле, если есть медицинское образование, трахеотомия называется, скрытие трахеи. Потом туда трубочку вставляешь, чтобы человек дышал, да, целая операция. Не повторять, ребята, сложный трюк, не повторять. Кому страшно, глаза закройте, не смотрите. Внимание. А нам покажите.
Глаза можно открывать. Вы сумасшедшие. Как говорили, секрет объясняю в чем. Как говорил великий русский полководец Суворов, смелого пуля боится, смелого штык не берет. То, что меня штык не берет, уже обратили внимание. А с пулей мы как-нибудь в другой раз покажем. Такие трюки у нас тоже есть. А сейчас еще один трюк, на этот раз кавказская шашка. Вот эта шашка, которая яблоко рубил, вращал, называется она кубанка или кубанская шашка. Еще и степовуха по-другому называют. Это горская шашка. Отличается от предыдущей тем, что рукоять практически полностью утоплена в ножны по самую головку на рукояти, которая называется у нее гусек. Ну что это похоже на голову гуся, да? Клювик, глазик. Острая шашка. Она скована специально под меня кузнецом из станицы Нововеличковская. То есть я к нему приехал в кузницу. Кузнец измерил, как портной меня, тряпичным таким метром, мой рост, длину моей руки. И вот сковал специально под меня вот эту шашку. Мне иногда спрашивают вес шашки. Я, честно говоря, даже никогда не думал их взвешивать. Но потом после этого приехал домой, положил на весы кубанку. Она весит без ножен 730 грамм. Вот эта шашка весит 350 грамм. Она в 2 раза легче предыдущей. Я еще перышко ее называю, она легенькая. Она хорошо заточенная, вот ей можно бриться. Причем точится, вот крайняя треть этой шашки, вот эта часть. От рукояти, вот дальняя треть. То есть здесь я могу, смотри, вести палец по лезвию, до середины доведу, дальше боюсь вести его. Шашки я хочу вам продемонстрировать. Взрослый знает, что человеческое тело на 80% состоит из жидкости, правильно? Ну, сегодня вечером, наверное, у каждого из разных, кто что сегодня пил за столом. Вот. Но тем не менее, вот на столике стоит 1,5-литровая бутылка с водой. Вот примерно такая консистенция человеческой руки или ноги, вот скажем так, да? Бутылка никак не закреплена на столике, никакого там скотча, лейкопластыря там, или пластилина. Нет, она свободно стоит на столе, в таком шатком, плитком тоже. Здесь тоже ничего нет. Поровнее только выставим. Ну, еще давай чуть немножко подвинемся. Вот удар будет направлен на казачью лапу сюда. Дело в том, что, знаете, вот есть такая пословица, береженого Бог бережет. У этого трюка есть опасный сектор. Вот сегодня жаркий июльский вечер, я махал всякими разными видами оружия, я вспотел. У меня влажные, потные ладони. Никакого темляка, вот такой вот петельки для руки здесь нет, не предусмотрено, его даже некуда так крутить. Не дай Бог, во время удара шашка выскользнет из ладони. Она вот как пропеллер полетит туда, в сторону удара. Поэтому там никто не должен находиться, предупреждаю. Итак, внимание. Ну вот такая рюмочка у нас получилась. За ваше здоровье, господа. Ну это вода, я вам скажу. Вода не горилка, много не выпьет. Знаете, на эту тему есть анекдот. Когда у одного казака спрашивают: Грицко, а ты ведро воды выпьешь? Он: ну нет, конечно, не выпью. Что, я лошадь, что ли? Нет, не выпью. А ведро горилки? Конечно, выпью. Что, я не казак? Немножко усложним трюк. 2 бутылки. Развернем. Все-таки удар будет вот туда направлен. Вода, вода. Горилка сейчас будет. Итак, аплодисменты. Мне надо спрашивать,
Есть еще такие мастера, которые делают настоящее холодное оружие, как в старину, которое может развалить тело человека на две половины. Как видите, традиции сохраняются, они не умирают с годами. А сейчас, как я обещал в начале нашей встречи, сейчас будет баян-караоке. Я прошу постарше поколения, вместе с нашими девчатами, вспомнить песни нашей юности, молодости. Я просто прошу мужчин помочь в лавочке и поставить вот так вот круг. Говорят, без бокала нет накала. Кому нужны реквизиты? Сейчас Ну, теперь кто быстрее, да? Давай, добегай. Ты что издеваешься? Я что, должна вам, что ли, давать? Кумочку принесла, я тебе давала. Кумочка, записала сам. Все, хлеб, все, сало, хлеб, огурчик. Огурчик есть. Если пока... Нет, Выпил бедный уже стоите так. Дальше. А кто рожден в апреле? Вставай, вставай, вставай. Выпиваю. Вставай, вставай, вставай. Одна. Скорее вы скромные у нас. Дальше. Итак, внимание, все подряд странички листаю. Хоть слева направо, хоть справа налево. Обидно, когда подсказывают, да еще и неправильно. Все картинки стали разукрашены, цветные, яркие. Люди в России печатают, когда Хорошо. Следующий фокус будет немножко посложнее для тех, кто постарше. Хорошо? Как обещал. Для следующего фокуса мне понадобится денежки, но это стоящие. Ну, могу себе позволить. Вот, кстати, вот, кто постарше, наверное, знают, сейчас даже раньше такие были, помните, билет банка приколов, да? Сейчас их в России запретили выпускать. Почему? Потому что слишком много мошенников пользуются вот этим банком приколов. Вот, 100 рублей настоящие. Я бумажку. Вот так, видно? По линии сгиба загибаю бумажечку. Вот что получилось. 100 рублей внутри этой бумажки. Как кошелечки, как кармашки, кому удобно. Внутри, видно? То есть, вот эта бумажечка, она вплотную обжимает 100 рублей. Внутрь 100 рублевки вставляю ручку в серединку. Вот сюда. Но прежде чем сделаю фокус, маленькое такое предупреждение. Мальчишки и девчонки, не надо повторять его дома с деньгами папиными
или мамиными. И свои не надо выключить, пока не зарабатываете. А то родители придут с работы, видят на диване кучу упорватых 100 рублевок, и за это может лететь. Лучше тренироваться на конфетных обертках, фантиках и конфет. Чуть-чуть шире круг стали, не видно, сзади начинает вставать уже из-за вас, ребятки, потому что не видать. Итак, внимание. Лучше тренироваться на конфетных обертках. Сейчас самый такой ответственный момент. Абракадабра. Раз, два, три. Вот так, вот хорошо все видно. Внутри 100 рублевки ручка находится, вот так она пробила бумажку, которая вплотную прижимается к 100 рублям. Продолжаем фокус внимания. Ручка проходит сквозь 100 рублей. Да-да-да-да. Ручка проходит сквозь эту бумажку. Отклеиваем бумажечку. Вот такая большая дырка получилась в бумажке. Видно мой ноготок? Я вот вас вижу. Присаживаемся, ребят. Я близко подойду к вам. 100 рублей как были целые, так и остались целые, никакой даже самой маленькой дырочки. Здесь такое вот застолье. Что-то продают. И даже Святая мученица Юлия. 700 рублей. пироги, огурцы, рыбка, икона вышитая. Это святой Евгений. Вот. А тут что творится у нас? Еще в продаже притчи в стихах Глиняного, казачьи байки, что продают, книжки Глиняного, чтобы на вас напали куклы, такие вот машины всякие. Вот что тут есть. Здесь мед продают. Разный мед. О, какой мед. Какой хочешь. Перга, мед. Здесь разные с меду изделия. В городе алкоголь без найти продают. Зробив мені труну, не прийшов, а я жива. А здесь детки вот ходят
на ходулях. Неправильно, принимай к себе. Пойдем. Поднимай сама ножку, что сейчас. Лыжню! Ты пойдешь? О как. Я не буду. Потом перехватишь. Вот на ходулях. О как. Привет! Вот он. Удовольствие. Вот здесь можно одеть одежду разную и сфотографироваться. Вот, одеваются. Можно на лошадь сесть. Маша катается. Не такой. А, вот фотографируются. Все фотографируются. Фотосессия продолжается. Народ уже весь довольный. Песни поет еще. Но это уже все. На память. Так, ну все, кончилось мероприятие. И мы идем обратно в автобус. Спасибо вам, что приехали. Вспоминайте.